Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Картина вашего будущего на песке. Что синий песочек расскажет о грядущих днях? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что синий песок расскажет мне о моем будущем? Можете даже загадать в срок. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы, дай мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что песок расскажет о вашем будущем. Так, мои дорогие, вот очень интересная картинка. Здесь смотрите, какая огромная птичка прилетела к вам. Видите, красивая огромная птичка. Ждите очень хороших новостей, связанных с любовью, с отношениями, с домом, со здоровьем. К вам идут вот такие очень хорошие новости. Причем эти новости, судя по размерам птички, совсем скоро ворвутся в вашу жизнь. Здесь эта птичка, понимаете? Она ведь, смотрите как, она принесла действительно весточку о другом человеке вам, вот особенно девушкам подойдет. Видите, девушка здесь стоит, и вот птичка в клюве ей принесла весточку. А девушка, смотрите, на чем? На розе, на цветке вот таком большом стоит. Знаете, вот у кого-то очень сильно отыграется любовная тема. Если вы были в спорах, ссорах, каких-то вот смутных и непонятных отношениях, и казалось, что вот-вот все рассыпется, развалится, там дело либо к расходу, либо к разводу, к расставанию идет, знаете, что будет примирение. Вас помирят. Кстати, помирят, скорее всего, какие-то либо новости, либо обстоятельства. Ну, у кого-то отыграется, что третьи лица, да, благодаря третьим лицам будет примирение. Любовь восстановится, мир восстановится, счастье придет. Знаете, вот такой период придет, когда человек просто ходит, я не знаю, по жизни, улыбается, чувствует себя хорошо, настроение прекрасное. В душе мир, понимаете, вот такое состояние к вам придет. Поэтому не переживайте, кто сейчас в расстроенных чувствах, все будет замечательно. Ну а у тех, кто в поисках, кто имеет желание познакомиться, вот эта птичка и есть знак того, что будет знакомство. Причем знакомство с человеком, который откуда-то издалека. Да? Это не человек, который вот живет с вами, там, не знаю, там, в соседнем доме, да, либо на соседней улице. А этот человек приехал издалека. С таким человеком будет знакомство. У многих может отыграться как знакомство в интернете, а у тех, кто уже, например, познакомился и ждет встречи, птичка говорит о том, что встреча будет, и будет эта встреча просто какая-то волшебная, фантастичная, будет романтика, будет сердце биться в унисон, будут бабочки в животе порхать. Девочки, ну это про любовь, это про счастье, это про гармонию. А роза, это же у нас еще знак большой страсти, огня, знак того, что вы будете вместе гореть и познаете все радости, близости с человеком, который вам по сердцу, по душе. Понимаете, вот такой хороший знак. Я вот, знаете, прям начала со серединки, потому что, прям тянет эта картинка рассказать. Такие хорошие знаки. Их нельзя игнорировать, и очень сложно их откладывать на потом, потому что прям, знаете, как говорят, язык чешется, да, поделиться этой радостью, этими хорошими новостями, которые идут в вашу жизнь. Так, еще, смотрите, у вас идут встречи с двумя людьми, да. Вот здесь одна пара, вот здесь вторая пара. Причем эти встречи при дорогах. Куда-то вы будете ехать и встречаться с этими людьми, а второй случай, скорее всего, либо это будет ответный визит, либо двое, да, пара, два человека приедут к вам. Кстати, это может быть женщина и ребенок. Я вам по этому поводу хочу сказать, что вам вот эта женщина и ребенок, они, скажем так, немножечко, как я вижу, как обуза, что ли, будут, да, то есть, наверное, может, неправильно выразилась, да, может быть, вы будете переживать, что
ну, вы, например, работаете, да, это ваша там подружка, да, к вам приезжает, вот, как я их буду там встречать, принимать, у меня там времени не хватает. Не переживайте, все будет хорошо, там женщина порядочная, она все понимает, все уже там просчитала за вас наперед, чтобы вам не мешать, так что все будет замечательно, переживать не стоит. Еще я вижу, что вам кто-то что-то будет возвращать. Здесь идет речь либо о вещи, либо о долге. Да? Деньги могут вернуть. Либо вещь какую-то вернут, либо деньги вам вернут. Когда вам вернут деньги, вот с этими деньгами что-то может быть не то и не так. Потому что здесь человек будет это все делать. Может быть какой-то даже обряд. Вот это может не у всех отыграется. Смотрите, кто? Это мужчина. Мужчина, вот у кого мужчина должник, будет возвращать деньги. Прям обратите на это внимание. Этот мужчина эти деньги на что-то там зарядил, наговорил и какой-то обряд на них мог сделать. Но его научили, он как наученный идет. Видите, вот такая большая женщина учит мужчину и дает ему знания. Вот, и этот мужчина, смотрите, вот эти деньги, да, он вам дает, и вы что постараетесь? Вы постараетесь эти деньги, вот прям верхнюю купюру, которая будет, да, неважно какого она достоинства и номинала, эту купюру, вот как хотите, ее нужно либо разбить у кого-то, разменять, либо лучше, если вы от этой купюры пожертвование сделаете, ну, либо полностью отдадите, либо часть. Прежде чем вы будете эти деньги тратить на себя, да, то вы должны либо разбить их на меньший номинал, да, ну, обменять. Но опять же таки будьте аккуратны, потому что когда вы будете разбивать эту деньгу, вот тут наговор, вот этот шепоток, я не знаю, что он тут будет делать, может передаться на того человека, у кого будете менять. Не знаю, идите в банкомат, да, какой-нибудь, либо там, где можно купить по банкомату что-то, и купите, да, тем вы разменяете и покупку совершите, да, чтобы ни на кого не передался этот негатив. Потому что я вижу, это именно от мужчины идет, да, женщина его учит, а мужчина делает. Может даже, знаете, такая ситуация, что неожиданно, да, вот этот человек, о котором вы уже забыли, появится, скажет: ой, а я хочу долг тебе вернуть, а вы так, опа, а с чего? Я уже и попрощалась, да, с тем долгом, а ты вдруг появился. Будьте аккуратны, тут что-то не так. Не так. Там мужчина что-то у себя там чистит и перекрывает. Причем это не по доброй линии идет. Вот он на вас хочет перекинуть. Да. Его научили. Будьте аккуратны, я вам сказала. Если женщина будет отдавать вам долг, нормально, ничего страшного, принимайте. От женщин принимайте, ничего не будет. А вот с мужчиной будьте аккуратны. Вещи, которые вам будут возвращать, вы постарайтесь вот прям тряпочку, да, водичкой смочить, соленая водичка, да, обязательно соленая, и прям помыть, либо вот соленой водичкой побрызгать, либо вот прям, ну, я не знаю, что, на соль поставить эту вещь, да, чтобы она вот сутки пролежала, чтобы вот негатив и какая-то негативная информация, которая будет на этой вещи записана, чтобы она в соль зашла. И эту соль потом либо в унитаз смываем, если мы живем в многоквартирном доме, либо если в частном доме, то тут уж лучше либо на перекресток ее вынести, выкинуть, либо в проточную воду скинуть. Обязательно попробуйте, потому что что-то не так с этой вещью, либо с деньгами будет. Вот какой-то момент здесь очень хорошо читается. Так. Еще момент. Здесь момент праздника. Вот смотрите, человек в дудку, да, в горн дудит. Какой-то праздник будет, вас куда-то будут приглашать. Не отказывайтесь, идите. Вы там хорошо проведете, вот вопреки, да, вот каким-то вашим, может быть, там нежеланием, ой, не хочу, настроения нет. Нет, вы идите, вы там хорошо проведете время, расслабитесь, успокойтесь, с какими-то людьми хорошими пообщаетесь. Тут, ну, есть такое успокоение идет. Успокоение через общение с другими людьми. То есть удовольствие вам будет от этого похода. Еще там, кстати, вы можете с кем-то и познакомиться вот именно для дружбы, для, может быть, какой-то подсказки, да, вот человек вам как подсказку делает, либо совет какой-то хороший, дельный дает. Это человек совершенно случайный, да, вот просто знакомство, которое может оказаться очень-очень для вас выгодным. Вот не игнорируйте, вам куда-то нужно на праздник идти. Так, еще здесь... я не знаю, какой-то сговор против вас, скорее всего, да, либо о вас какой-то сговор. Я вот, тут двоякая ситуация, я проговорю один и другой вариант. Возможно, у вас будет какой-то праздник, да, новоселье, именины, там, не знаю, просто там получите новую должность, да, там повышение. Вот я вижу, что люди за вашей спиной обсуждают, да, что для вас там, например, подарить, сделать, там, что для вас будет приятно. Но есть и другая ситуация, что могут быть по
вот этому маку, да, это именно мак вышел, люди, которые против вас сговор делают, да, за вашей спиной сговариваются, объединяются против вас, что-то там придумывают, наговаривают, какие-то вот сплетни могут распространять. Будьте аккуратны. Делают это два человека. Один мужчина, а вторая женщина. Причем мужчина высокий, а женщина низенькая, ну, низкого роста, ниже, чем вы, или вообще вот такая, знаете, невысокая совершенно. Вот они сговариваются, у них цель одна. Это против вас что-то сделать, опорочить вас. Так что будьте аккуратны. Если узнали этих людей, прям держите ушки на макушке, потому что люди могут запустить какую-то прям трэшевую про вас новость, либо какую-то информацию, что вы потом просто будете в шоке. Что вам делать? Ну, постарайтесь понять, да, что происходит. Я вижу, что они вас как будто бы в чем-то винят, да, что вы вот что-то там им не сделали, не дали, вот они как обиженные какие-то на вас идут. Ну, будьте аккуратны, понимаете, вот если почувствовали, либо поняли, кто это, вот прям идите и прямо разговаривайте, что не так, что не понравилось, что не так сделала. Может быть, вы что-то недопоняли, да, вы не хотели обижать этих людей, но ситуация сложилась именно так. Прям разговаривайте. Так, еще я вижу, у вас соблазн какой-то будет на покупку. Смотрите, соблазн на покупку, вот можете прям соблазниться, да, ненужную вещь за очень дорого по какому-то непонятному наитию там купить. Прежде чем что-то покупать, если у вас есть доверенное лицо, вы советуетесь, да, вот там сфоткали, либо там включили видеосвязь и говорите там со своей подружкой, вот меня прям приспичило купить вот эту сумочку дорогую, да, либо там, я не знаю, что вы можете себе такое интересное, вот не совсем нужное, да, но дорогое присмотреть. Прям посоветуйтесь, если есть с кем, чтобы вас человек мог отговорить, да, либо там подтвердить, что сказать, да, нормально, бери, хорошая цена, выгодно, тебе там идет. Вот, потому что вижу, что опасность есть, что вы потом, даже не то, что вы деньги потратите, а то, что вы сожалеть об этом будете, что вот как же так, да, вот как я так по-глупому поступил, либо поступила. Будьте аккуратны. Так, еще у кого-то идет вот прям, я не знаю, пищевое, что ли, отравление какое-то. Смотрите, что кушаете. Прям принюхивайтесь, присматривайте и не ешьте вот на бегу, на ходу где-то. Не ешьте вот быстро, да. Человек спешит, опаздывает, все у себя там запихал по дороге, там кофе там залил, да, а оно там растворяется. У вас вот какая-то есть неприятность, вот прям желудок что-то может либо остановиться, либо, ну, какая-то некорректная работа именно вот желудочно-кишечного тракта может быть. Прям проследите за собой, чтобы, не дай бог, каких-то неприятностей не случилось. Так, еще важный момент, который я хотела бы вам сказать, касается, скорее всего, ну, это семья, родственники, да, возможно, там какая-то напряженная ситуация между людьми происходит, да, либо там детки ваши между собой могут там войну затеять, да, нешуточную, либо родственники начнут там между собой ругаться. Но я не вижу, что вы прямой участник, я вижу, что это вот три персоны, которые что-то там бодаются, какие-то, может быть, сговоры устраивают, будут искать в вас поддержку. Каждый, кстати, по-своему будет держать. Вам нужно выступить человеком, который всех успокоит и примирит. Ну, вот такая ваша роль. Вы знаете, у вас получится. Вы, потому что всех их знаете, что у них там за претензии друг к другу и как с этим побороться. Пожалуйста, не пускайте все на самотек. Вот если понимаете, что что-то затевается, да, и такие темные тучки набежали на семью, на родственников, сразу вмешивайтесь и сразу разводите по разным углам. Потому что здесь вот этот конфликт, он может стать действительно какой-то затяжной прям таки войной. Да? Поберегите свои нервы и нервы своих родственников. Оккупируйте, блокируйте при самых там первых, я не знаю, там нотках каких-то негативных посылов в сторону друг друга. Обязательно, потому что это может для вас стать еще какой-то, ну, болезненной мозолью в будущем. Вот так вот, мои дорогие. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.